Что же увидят гости Евровидения, которые приедут в Киев? Наша журналистка Елизавета Цареградская прошла по маршруту песенного конкурса. Порт Киев – первое, что видит иностранный гость. Сразу у выхода из зеленого коридора – обмен валют. Здесь можно обменять рубли, доллары, евро и фунты. При входе в терминал дежурят такси. Узнаем стоимость проезда к Международному выставочному центру. Таксометры? Да, у нас 18 километров, 35 посадок. Всі куди надо. Ну, а тобто це скільки десь вийде? 2 километров 20 точно. На выезде из аэропорта и еще ремонтируют дорогу. Едем по направлению к центру города. Местами дорога еще не в ямах. Это станция метро «Левобережная», рядом с которой находится Международный выставочный центр, где будет проходить Евровидение 2017. Мы решили посмотреть, как здесь готовятся к приему гостей. Пока еще пассажиры пользуются одним выходом из двух. Сьогодні четверте, тобто завтра. По дороге к МВЦ цветы. До субботы их будет больше. Композиція в японському стилі. А чому в японському? Цей рік присвячений японській темі. А що саме буде викладено? Викладе квітки сакури, сонце, яке сходить із-за гор, альтанка. Сразу у метро заканчивают строить автобусную остановку. Дороги и тротуары уже отремонтированы. На пути от метро можно обменять злоты, кроны, фунты стерлинги, рубли, доллары и евро. Для гостей столицы, которые решили воспользоваться услугами Укрзалезницы, мы решили узнать, какая ситуация на центральном вокзале Киева. Это волонтеры Евровидения 2017. Работают в 2 смены, по 10 человек каждая. Помогают туристам ориентироваться в городе. Вони губляться, коли їм потрібно викликати машину, тому що наші таксисти ставлять досить високі ціни, ми допомагаємо їм викликати машину. Якісь цікаві місця в Києві, куди можна поїхати, які фан-зони відкриті на Євробачення. До нас підійшов марокканець, йому потрібно було проїхати до свого посольства. І, звісно, коли він почув таку суму від таксистів, коли ми спитали, скільки буде, йому відповіли десь 150. Мы выкликали такси, и вышло 56 гривен. Узнать цены у самих таксистов не удалось. Увидев камеру, отказываются комментировать. Такси? Нет. А ви ж стоїте біля машин таксі? Це не ваші машини? А ми хотіли дізнатися ціни взагалі. Які розцінки? Не скажете? Не знаєте, так? Да? А це не ваша машина? Моя. А ви таксі? Я жду клієнта. А, ви на замовлення. А не знаєте, які ціни взагалі у місцевих? Полуфинал песенного конкурса Евровидения уже через 4 дня. Елизавета Цареградская, Эльдар Исматов, Заман, АТР.